Корреспондент BBC Джон Садворс посетил китайские лагеря, в которых содержатся миллионы мусульман-уйгуров. Команда BBC провела интервью с группой заключенных уйгуров, занимавшихся пением и танцами. По словам журналистов, таким образом власти пытаются показать, что эти учреждения являются школами, а не лагерями. Но по результатам опроса заключенных, зарубежные посетители пришли к выводу, что условия в лагерях ничем не отличаются от тюремных. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выступил с заявлением по данному вопросу. Китай продолжает свою хитрую игру. Пекин, отрицавший существование лагерей, но позже признавший данный факт под давлением международного сообщества, позволил посетить зарубежным журналистам заранее переоборудованные лагеря. Однако коварные игры Китая разоблачены. Мы надеемся, что мир будет бдителен и внимателен по отношению к хитрым планам Китая, сказал Каракаш. Вчера на сайте Международной правовой организации уйгуров по развитию демократии была обнародована аудиозапись, на которой работница женского объединения так называемого Синьцзяня ведет диалог с матерью погибшей женщины в лагере политического перевоспитания. 5 мая 2018 года заместитель директора туристической фирмы Хуань, 34-летняя Айтурсун Или, была отправлена на перевоспитание. Через 4 дня родным Айтурсун сообщили о ее смерти. Сторонники уйгуров и их борьбы за независимость посетили информационный центр Восточного Туркестана, расположенный в немецком городе Дюйсбург. Группа активисток обсудила с главой центра вопрос уйгуров и лагерей перевоспитания. Гости информационного центра заявили, что необходимо укреплять солидарность и взаимную поддержку. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сделка по закупке Турции у России противоракетных комплексов С-400 отвечает международным правилам. К настоящему времени все решения по сделке приняты. Таким образом, дипломат прокомментировал сообщение средств массовой информации относительно того, что Соединенные Штаты в скором времени могут ввести санкции против Турции из-за С-400. Мы уже давно высказали свою позицию. Каждое суверенное государство имеет право выбрать своих партнеров в военно-технической сфере. Все решения приняты. Эта сделка отвечает международным правилам, подчеркнул Грушко. Саудовская Аравия сделала первое заявление о докладе ООН по делу Джемаля Кашикчи. Глава отдела по внешним связям Саудовской Аравии Адель Джубейр заявил, что доклад, на основе которого в убийстве журналиста Кашикчи обвиняются наследный принц Мухаммед бен Сальман и группа высокопоставленных чиновников, содержит явные противоречия. Наши соседи с севера, юга и востока угрожают нам и заявляют, что уничтожат нас. Хочу напомнить нашим врагам следующее. Израильская армия имеет огромный потенциал и разрушительную силу. Не стоит провоцировать нас, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху, присутствовавший на военных учениях израильской армии на севере страны, в своем заявлении косвенно упомянул Иран, Хамас и Хизбуллах.